Гунны. Они были рождены на бескрайних просторах степей. Прекрасные наездники и лучники. Они нападали так же быстро, как летит стрела. Народ, который оставил яркий след в мировой истории. На гуннов и на Аттилу, как на своих прямых предков, серьезно претендуют и исторически обосновывают свои заявления 5 народов современности: венгры, казахи, русские, турки и чуваши. Венгры. Все дело в том, что венгерская пушта, по-гунски бошта, свободная земля, это та территория, которая была основой расселения гуннов в Европе. После ухода гуннов оттуда в VI веке там осталась небольшая часть гунского народа из племени кипчаков. Сами же венгры, угрофины, пришли туда только в X веке. Помнится, в 1995 году они праздновали тысячелетие обретения Родины с большой помпезностью. Венгры пришли в Пушту в 995 году с территории современной Мордовии. Они присоединились к проживавшим там гунским кипчакам, вобрали в себя их предания и стали считать их своими. Таким образом, большая часть венгров к гуннам и к Аттиле имеет опосредованное отношение. Казахи. Здесь следует иметь в виду, что данная точка зрения, что казахи есть потомки гуннов, имеет реальную историческую основу. Если вспомнить, что и казахи, и кыргызы некогда в XIV веке разделились и произошли от древних киргизов. Об этом говорится в книге Елбасы Нурсултана Назарбаева «В потоке истории». Казахи большей частью происходят из древних гунских кипчакских племен и родов. Русские. 3 русских историка – Аполлоний Кузьмин, Иван Забелин и Александр Вельман написали каждый в отдельности исторические заметки, в которых объявили Аттилу князем киевским. В качестве веского доказательства они привлекли всего 2 якобы гунских слова: тризна, у древних славян пиршество в память умершего, и страва, у древних славян еда на поминальном пиру. Кстати, исконное гунское слово, совмещающее в себе оба этих значения, тризны и стравы, это даилган. Но думаю, что такое доказательство при помощи всего лишь 2 слов не выдерживает никакой критики. Здесь следует вспомнить русского историка Карамзина, писавшего о том, как пришлые гунны спасли древних славян от вестготского порабощения. Древние славянские племена антов, венедов, русинов и других входили в состав гунского каганата в качестве верных и надежных союзников. Они сражались бок о бок с гуннами против общих врагов, участвовали в каталонском сражении в 451 году, и вне всякого сомнения их следует причислить к гунским подданным хана Аттилы. Турки. Здесь все дело в том, что основу турок, как обособленной нации, составили в VI веке, наряду с тюркоязычными булгарами, также и гунны-сабиры, шувары. Устные предания последних легли в исторические мировоззрения турков, и думается, что такая точка зрения имеет реальную историческую основу. Чуваши. После великого европейского похода гуннов одно из крупных гунских племен – сабиров, савиров, шуваров – разделились на 2 равные части. Если одна часть ушла в Малую Азию и расселилась там – это предки современных турков, то другая часть ушла в верховья Волги, прельстившись тамошними плодородными землями. Это были основные предки современных чувашей. Так что и турки, и чуваши имеют в своих предках древних гунских сабиров. Но все же наибольшие права претендовать на гунское наследство имеют кыргызы, поскольку только кыргызы могут выдвинуть в качестве весомого аргумента высказанные выше 7 доказательств. Историко-хронологическое, культурно-археологическое, языково-лингвистическое, музыкально-культурологическое, германские предания и мифы, медико-генетическое и доказательства, основанные на древних кыргызских санджарах. Еще раз вспомним то, что в союзнической структуре гуннов 3 народности – киргизы, кипчаки и сабиры – были наиболее могущественными и многочисленными и могли выставлять каждый в отдельности полносоставный тумен – 10 000 воинов. Также можно добавить следующее.
Во-первых, сегодня только кыргызы смогли сохранить самоназвание «кыргыз» и национальную идентичность. Так, для сравнения, наций кипчак и сабир не существует, хотя кипчаки стоят в родословных началах у казахов, туркменов, узбеков и других, а сабиры у кумыков, турков, чувашей и других. Во-вторых, только кыргызы смогли сохранить в более или менее идентичном виде гунский древний кыргызский язык, который имеет сегодня наименьшую примесь иноязычных вкраплений и не очень отличается от своего древнего варианта. И в-третьих, только кыргызы смогли сохранить свой атаджурт и свою государственность Кыргызская республика, поскольку отдельного и самостоятельного государства кыпчаков и сабиров не существует.